выставки. Сотрудники отдела оружия уже много лет входят в состав жюри конкурса художественно украшенного оружия, который проводится в рамках выставки, международной выставки «Клинок». Особый интерес представляет такая номинация, как «Национальный нож». И вот в этом году в номинации «Национальный нож» победил мастер из Якутии Александр Чугяев со своей работой «Слышу запах белого шамана», которую он преподнес в дар историческому музею. Надо сказать, что исторический музей обладает большими этнографическими коллекциями. В том числе у нас есть и предметы этнографии из Якутии. То есть в нашем отделе хранятся предметы конской упряжи, седла, комара-махалки. Но вот традиционного якутского ножа у нас не было. Поэтому для нас этот подарок особенно ценен. Мастер, как я уже говорила, создал нож «Слышу запах белого шамана» по мотивам традиционного якутского ножа, которым пользовались народные целители Якутии. То есть он его вдохновил. Именно эта форма ножа, этот нож. Мастер предположил, что, скорее всего, нож подобной формы могли использовать и белые шаманы, которые в Якутии считаются еще и издревле занимались еще и целительством. Вот, поэтому клинок этого ножа выполнен в форме клюва ворона. Одним из направлений, собственно говоря, целительства у шаманов в том числе было кровопускание. Поэтому нож имеет форму такого вот загнутого клюва. Ну и плюс еще считается, что ворон охраняет от злых темных сил. Белые шаманы Якутии выступали в образе быка, то мастер использовал для ножен такой традиционный материал, как бычий рог и шкуру с хвоста быка. А для рукояти было использовано древесина дерева, в которое попала молния. И вот у якутов считается то, что нельзя просто так взять и срубить дерево, которое упало, если у него попала молния. Нужно объяснить духом, а для чего, собственно, будет использоваться эта древесина, во благо или во зло. И духи тогда дадут разрешение. Привеска в виде бубна, которая символизирует бубен шамана, и к ней прикреплены такие вот небольшие подвески в форме птичек, потому что считалось, что именно птицы, от малых пташек до орлов, являлись, собственно говоря, проводниками шамана и его осведомителями по поводу того, что творится у него на земле и что творится в озерах и реках.